Когда страдают пациенты, оправданий быть не может. Так прокомментировал ситуацию с питанием в Эшвинской больнице руководитель Минздрава региона Игорь Дягилев. Накануне мы сообщали о том, что еда в медучреждении поступает остывшая с большой задержкой по времени. Исполняющий обязанности министра накануне вечером выехал на место, чтобы лично оценить качество питания и дать поручение руководству стационара и аутсорсинговой компании, которая с 1 февраля предоставляет питание пациентам. Мы пригласили на эту встречу представителей фирмы, подрядчика, которая выиграла этот контракт, главный врач, все заинтересованные лица. Мы собрались и стали выяснять, какие причины. Значит, их тоже коснулась пандемия омикрона. Со слов этого подрядчика, порядка 5-6 сотрудников одномоментно заболели. Это повара и подсобные рабочие, которые там режут морковку, картошку. Хотя, еще раз, я коллегам объяснил, что это не причина, чтобы срывать контракт, не кормить наших пациентов. В итоге проблему удалось оперативно решить. Сегодня, со слов самих пациентов, и завтрак, и обед они получили в положенное время. Еда была горячей. Для этого руководству больницы пришлось снова открыть пищеблок в больнице. Временно, пока вопрос не будет решен окончательно. Этим утром Игорь Дягилев снова выезжал в больницу. В том числе пообщался и с пациентами. В самом пищеблоке, по его словам, кипела работа. Сотрудников было достаточно. А вот вопросы подрядчику остались в основном без ответа. Вопросы и предложения коллегам: зачем вы выходите на контракт на обеспечение одной из крупнейших больниц Республики Коми, не имея достаточных ресурсов? На что подрядчики промолчали. В любом случае, самое главное для нашей задачи — обеспечить достойное и питание наших пациентов вовремя и в срок. Поручение, которое дано было главному врачу больницы Эшвинского района, это обеспечить сейчас в каждое отделение по 2 микроволновые печи. Если вдруг питание будет теплое, а пациент любит горячее, чтобы была такая возможность тут же разогреть. Компании, которая оказывает услуги по предоставлению питания, дан срок, чтобы определиться с помещениями, штатом сотрудников и организацией по доставке пищи в Эшву. Пока для оперативного решения вопроса фирма временно возьмет на субподряд сотрудников пищеблока одной из медицинских организаций республики.